Абреками на Кавказе не рождались, ими становились. Одним из самых известных и неустрашимых абреков Северного Кавказа был Зелимхан Гушмазукаев из селения Харачой. Зелимхан Гушмазукаев происходил из зажиточной семьи и до 1901 года даже и не помышлял о судьбе абрека. Он был незаслуженно обвинен в убийстве и приговорен к длительному тюремному заключению. Однако, решив отомстить своим обидчикам, он бежал из тюрьмы и тем самым окончательно закрыл себе дорогу к мирной жизни. 10 октября 1905 года власти организовали погром чеченцев на Грозненском рынке. Войска расстреляли 17 человек. Зелимхан решил отомстить и через неделю захватил пассажирский поезд и расстрелял 17 офицеров. Он возглавил небольшой отряд абреков, который устроил настоящую охоту на царских чиновников, прославившихся в издевательствах и оскорблениях крестьянских масс. Несмотря на объявленное российскими властями огромное вознаграждение за его поимку, Зелимхан оставался неуловимым вплоть до 1913 года. В целях уничтожения возмутителя один за другим создавались специальные карательные отряды. В январе 1910 года он совершает налет на Грозненский вокзал, увозит из кассы 18 тысяч рублей и раздает их крестьянам. Абрек становится грозой для властей и символом мужества и чести для горцев. Против него бросаются целые отряды регулярной армии. В том же году начальник Назрановского округа князь Андронников захватил в заложники жену и детей Зелимхана, за что поплатился своей головой. Абрек с горской товарищей лично застрелил Андронникова прямо на марше, когда он во главе 2000-го отряда вез его семью во Владикавказ. Отряд Зелимхана фактически начинает партизанскую войну. В селах, которые укрывают абреков, проводятся жесткие зачистки. Жители сел поголовно ссылаются в Сибирь и облагаются непомерными штрафами, но никто из крестьян не выдает своего героя. Зелимхан был неуловим и выбирался из самых трудных ситуаций. Так, в октябре 1911 года ему удалось выйти из окруженного села Сунжинское. Причина все та же – его поддерживал народ. Любое село почитало за честь приютить Зелимхана, несмотря на то, что за это селу грозило полное уничтожение. Однако в 1913 году все же нашелся предатель, который за крупное вознаграждение сдал Зелимхана. 26 сентября 1913 года близ Шали тяжелобольной Зелимхан был окружен целым полком карателей. После многочасового боя убит. Примечательно, что враги более 5 часов боялись подойти к телу погибшего абрека. И мертвый он наводил на них страх и ужас. Страшная весть о гибели абрека облетела Чечню мгновенно. Горцы не верили и не хотели верить этому. Тем не менее, Чечня потеряла своего великого сына-бунтаря, имя которого сегодня осталось в народных песнях и легендах и в народной памяти. Нет мужества горцев пределов в борьбе, и даже один поле воин, когда в твоем сердце дыхание любви, ты жизни великой достоин. Гордитесь войнахой, ведь каждый народ хотел бы иметь Зелимхана, отец своим сыном продолжить свой род. Народ своего великана, отец своим сыном продолжить свой род. Народ своего великана. Хайдадер, 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 хайдадер. Его высокопревосходительству господину председателю Государственной Думы от чеченского абрека Зелимхана Гушмазукаева. Прошение. Так как в настоящее время в Государственной Думе идет вопрос о грабежах и разбоях на Кавказе, то депутатам будет небезынтересно ознакомиться с причинами, заставившими меня, одного из самых известных абреков Терской и Дагестанской областей, сделаться абреком. Все рассказывать не стоит, это займет слишком много вашего драгоценного времени. Я ограничусь, как сказал, указанием обстоятельств, при которых я ушел в абреки. И кроме того, расскажу о двух своих наиболее громких преступлениях. Первое – убийство подполковника Добровольского, старшего помощника начальника Грозненского округа в 1906 году. И второе – убийство полковника Галаева, начальника Веденского округа, летом минувшего 1908 года.
Чтобы господа депутаты имели хоть какое-нибудь представление о драме моей жизни, я должен в коротких словах упомянуть о месте моего рождения и о своей семье. Родом я из чеченского селения Харачой, Веденского округа Терской области. В то время, о котором идет рассказ, 1901 год, наша семья состояла из старика отца, меня и двух братьев, один из которых уже был взрослый юноша, а другой был еще совсем ребенок. Кроме того, у нас еще был столетний дед. Жили мы богато, добра своего было достаточно, чужого мы не искали. Но случилось несчастье. У нас произошла ссора с односельчанами из-за невесты моего брата. В драке был убит мой родственник. Теперь надо было отомстить кровникам за смерть моего родственника, выполнить святую для каждого чеченца обязанность. Зная хорошо, что по русским законам кровомщение не допускается, и меня за убийство человека, хотя бы и кровника, будут судить со всей строгостью законов, я совершил акт кровомщения в тайне, ночью накануне месяца Рамазана и без соучастника. В ауле наконец-то вздохнули свободно. Распри должны были кончиться, и между сторонами состояться полное примирение. Но стали проводить дознание. Начальник участка капитан Ха, ныне благополучно управляющий одним из округов Терской области, показал, что застал нашего врага еще живым, и последний будто бы указал как на виновников своей смерти на меня, на моего отца и двух братьев. Таким образом, было найдено юридическое основание для того, чтобы обвинить нас. Суд присудил нас четверых в арестантское отделение. На запрос палаты, каким образом покойный ночью мог узнать, кто в него стрелял, тот же начальник участка капитан Ха ответил, что была светлая лунная ночь, и лица были хорошо замечены умершим. Так со стороны Ха это была явная ложь и пристрастное отношение к делу. Во-первых, как и всему народу, ему было известно, что мой отец и два брата ни в чем не виноваты. А во-вторых, накануне Рамазана луна не светит. Люди говорят, что ему дали взятку наши враги. Я вполне этому верю. Один из моих двоюродных братьев умер в тюрьме, а другой впоследствии в ссылке. Я же бежал из грозненской тюрьмы с единственной целью отомстить капитану Ха, виновнику всех несчастий нашей семьи. Но он нашелся. Узнав о том, что я на свободе, он прислал ко мне человека, который сказал, что капитан Ха сознает свою ошибку, очень раскаивается и просит у меня прощения. Кроме того, обещает меня никогда не преследовать. Я поверил его раскаянию, поверил и ему. Из последующей деятельности этого человека выяснилось, что он очень далек от раскаяния и просто перехитрил меня, перейдя на службу в другое место. Таким образом, из мирного жителя селения Харачой я превратился в абрека Зелимхана из Харачоя, но еще не такого знаменитого, как сейчас. Теперь же, ваше превосходительство, я расскажу, за что я убил подполковника Добровольского. В то время Добровольский был старшим помощником начальника Веденского округа и постоянно жил в Ведено. Естественно, на нем лежала обязанность преследовать меня. Но как он это делал? Прежде всего ставил Харачое экзекуции. Затем всячески давил на моих родственников и лиц, имеющих, по его мнению, или вернее, по мнению доносивших, какое-нибудь отношение ко мне. Мой старый отец, уже вернувшись домой, отбыл свой срок наказания, а в особенности брат, самый тихий и добродушный из харачоевцев, подвергались со стороны Добровольского всевозможным гонениям, аресту на продолжительное время под тем или иным предлогом, штрафом, придиркам и прочее, и прочее. Пересказать которые я сейчас не сумею, но которые, тем не менее, делают жизнь тягостной, а иногда и невыносимой. Я находился на свободе, никто меня не беспокоил, ни казачьи резервы, ни милиционеры. Наконец случилось крупное столкновение. И вот по какому случаю. Добровольский ехал из Ведено в Грозный, а мой брат Салтумурад ему навстречу. Подполковник остановил тройку и приказал переводчику обыскать брата и отобрать у него оружие. На большой дороге до тех пор не было принято останавливать и обыскивать проезжающих. Очевидно, для Салтумурада сделали исключение. Брат сказал, что его оружие азиатского образца, и он не может его выдать, так как его повсюду преследуют кровники.
Добровольский с винтовкой в руке привстал на тройке. Салтамурад ударил по лошади и ускакал. Начальник же пустил ему вдогонку несколько пуль. Не знаю, с какой целью. Напугать или попасть в него. Приехав в Грозный, Добровольский пожаловался начальнику округа, что брат Зелимхана оказал ему вооруженное сопротивление. Разумеется, при этом он умолчал, что сам стрелял в моего брата. Салтамурад, боясь жить дома, скрылся и, по моему совету, вступил с Добровольским в переговоры через некоторых лиц, обещая выдать оружие и, кроме того, уплатить штраф в том размере, который укажет Добровольский, однако с тем условием, чтобы Салтамурад остался жить дома. Но Добровольский и слышать ни о чем не хотел. Грозил сгноить брата в тюрьме, повесить, а по моему адресу разразился скверными словами. Вот тогда-то мой брат ушел из дома и стал бродить один по горам, боясь присоединением ко мне навсегда опорочить себя и тем лишиться возможности вернуться к мирной жизни. А скитаясь один, он надеялся на то, что либо начальник смилостивится, либо на его место назначит другого, более доброго. Но надеждам брата не суждено было осуществиться. Его поймали в Дагестанской области. При этом он не оказал ни малейшего сопротивления и посадили в Петровскую тюрьму. Там он пробыл около года и бежал прямо ко мне. С этого момента он уже сделался настоящим обреком. Мой отец еще раньше брата присоединился ко мне, предпочитая жизнь обрека тюремному заключению, которое должно было длиться до тех пор, пока меня не убьют или не поймают. Вот за то, что Добровольский заставил сделаться обреком моего отца и брата, обругал меня скверными словами, он и поплатился жизнью. Далее, ваше превосходительство, я расскажу, за что я убил полковника Галаева. Вскоре после смерти Добровольского Веденский округ был объявлен самостоятельным в административном отношении, и нам прислали начальника округа именно Галаева. Это оказался человек деятельный и энергичный. Он сразу выслал из Веденского округа 500 человек. Его меры, направленные против меня, а также против отца и брата, выражались в том, что он приблизил к себе нашего противника Ильсанова из Харачоя и стал по его доносам сажать в тюрьму или высылать наших родственников и друзей, а иногда и лиц, совершенно не имевших к нам никакого отношения. Я предлагал ему в письменном виде оставить этих ни в чем не повинных людей в покое, а преследовать меня любыми способами, какие он может изобрести: полицией, подкупом, отравлением, чем только хочет. Но Галаев находил избранный им путь поимки меня самым правильным. Очевидно, борьба с мирными людьми гораздо легче, чем с обреками. Окончательно убедившись, что Галаев твердо держится своей системы, что он будет ссылать и арестовывать все новых и новых лиц, и что разоренные семейства станут молить Бога о моей гибели, я решил покончить с ним. Свое намерение я исполнил летом истекшего 1908 года. Все, что изложено в этом прошении, безусловно, правда, ибо я стою вне зависимости от кого бы то ни было и от чего бы то ни было, и лгать мне нет никакой нужды. Как говорят, моя голова оценена в 8000 рублей. Конечно, эти деньги собраны с населения. Я знаю, что дело мое кончено. Вернуться к мирной жизни мне невозможно. Пощады и милости ни от кого я тоже не жду. Но для меня было бы большим нравственным удовлетворением, если бы народные представители знали, что я не родился обреком. Не родились ими также мой отец и брат и другие товарищи. Кто раз встал на этот путь, тот подвигается по нему все глубже в дебри, откуда нет возврата, ибо, спасаясь от преследователей, приходится убивать, а чтобы кормиться и одеваться, приходится грабить. Все изложенное покорнейше прошу ваше превосходительство довести до сведения Думы. Если же вы не найдете возможным, чтобы мое прошение было предметом внимания народных представителей, то покорнейше прошу вас отдать его в какой-нибудь орган печати. Быть может, найдутся такие, которые пожелают его напечатать. К всему прилагаю свою именную печать и казенную печать Андреевского сельского управления Хасавюртовского округа. Администрация Терской и Дагестанской области знает, что всякое письмо, снабженное этими знаками, идет от меня. Зелимхан Гушмазукаев, 15 января 1909 года.
Это уникальное письмо Зелимхан писал председателю тогдашней Государственной Думы. В этом потрясающем по искренности и благородству документе Зелимхан постарался рассказать о тех причинах, которые заставили его сделаться абреком, о беззакониях, творимых царскими властями по отношению к жителям Северного Кавказа, о том, что обречество – это протест отдельных людей против бесправия горцев, против их нищеты и унижений, что абреки – это не разбойники, не негуманные хищники, как их называют власти. К сожалению, письмо абрека не стало предметом обсуждения народных представителей в Государственной Думе. Не было оно опубликовано и в газетах, зато был опубликован в печати ответ на письмо Зелимхана генерала Михеева. Мне известно и без указания Зелимхана, что на царскую службу иногда попадают люди нехорошие, с порочными и противными духу закона наклонностями. Пусть Зелимхан знает, что я, как представитель закона и порядка в области, считаю его, Зелимхана, самым крупным нарушителем закона, виновным перед Богом и царем, а потому заслуживающим самую тяжелую кару. Жизнь знаменитого абрека Зелимхана закончилась трагически. Он, тяжело болеющий в то время лихорадкой, был предан. Дом, где он находился, был окружен солдатами. С винтовкой в руках он выбежал во двор, стреляя на ходу. Спрятавшись за стогом кукурузных стеблей, он отстреливался, но был ранен. Его рубашка промокла от крови и дождя, силы покидали его. На рассвете солдаты подошли к затихшему абреку, думая, что он убит, но, запев дуа, он открыл огонь. Дальше слово писателю Магомеду Мамакаеву. Грянул залп, и Зелимхан упал как подрубленный. Но в тот же миг снова вскочил на ноги и выпустил еще 5 смертельных пуль в своих врагов. Дальше все происходило, как в фантастическом сне. Раздавался залп, абрек падал, как заколдованный, вставал, и снова гремели выстрелы. И так продолжалось минут 20. Наконец он упал и не встал. Но когда один из офицеров с криком «Ура!» устремился к нему, Зелимхан, видимо, не в силах поднять винтовку, сразил его выстрелом из браунинга. Все было уже кончено. Ноги его подкосились, и он опустился на колени. Кровь текла из его многочисленных ран так, что он походил на какой-то красный призрак. И все же Зелимхан встал во весь рост и, громко читая ясин, пошел навстречу подползавшим к нему солдатам. «Ложись!» – истерически крикнул Кибиров, прячась за стог соломы. А Зелимхан шел на врагов и читал: «Ясин, вал Куранил Хаким, иннака ламинал мурсалим». Еще выстрел, и Зелимхан рухнул на свою винтовку. Оборвались слова ясина. Но еще долго никто из солдат и офицеров не решался подойти к нему, на всякий случай всаживая десятки пуль в мертвое тело абрека. Потому что и мертвый он казался своим врагам живым. Когда пришло сообщение о гибели абрека Зелимхана, одна из либеральных газет того времени, «Русское слово», опубликовала статью Сергея Яблонского под весьма многозначительным названием «Человек-сказка». В этом названии журналист выразил и свою дань уважения к этому бесстрашному горцу, и удивление перед возможностью существования таких легендарных людей. Погиб Зелимхан, убит. И такую странную, малоподчиненную рассудку болью отзывается это известие в душе у нас, современных культурных людей. Жалко его, и как будто бы несколько стыдно за себя, за нас, воевавших с одним этим человеком. Почти воевали с ним одним. И вот теперь победили. И вместо ликования – смущение. И невольно любуешься этим человеком-сказкой, человеком-легендой. Передача была приурочена ко дню рождения Зелимхана Гушмазукаева, 1872 год, 30 января. В студии был Рустам Масуев, Андекевич.